март. А март – это праздник. Март – это улыбки и хорошее настроение. Март – это цветы и подарки. Наши мамы, бабушки и тети, хорошо, что в этот день и час не на службе вы, не на работе, не на кухне дома, а напротив, в этом зале смотрите на нас. Мы вас любим очень, очень, очень. Бесконечно, это не секрет. Впрочем, если говорить короче, вас любимой не было и нет. Kadirli aniler, abiler, apalar, kızlar, sizni direksi isiminden, mekteplik ilk halkı isiminden, malaylar isiminden, üz isimimden, Çetkürünkilden, kalık arakatın kızlar bayramı bilen tebrik ederiz. Sizge esenlik, sağlık, gayle beketi, tınış durmuş dilimiz. Balalarınız turunda gel yakşı sözler gene işitip yaşarga yazsın ili. Matur bulup, kutlu bulup, bulsun bayramınız. Ana nazı cirde ol mengelik cer bişik cirigіз. Biz uzasın yolda ayak bulup, gömür buyup halkıp duruguz. Turmuşuguz matur, yüzleriniz güleç bulsun. Selametlik her vakit yoldaşınız bulsun. Kadirli aniler, kızlar. Sizni bayramınız bilen tağın bir mertebe tebrik ettim. Sizge uzun ömür, bereket, şadlık, selametlik dileybiz. Sizni birinci yaz bayramı Xalq Araqatın Qızlar Günü bilen tebrik edim. Hem Xuday sizge uzun ömür, bereket, şadlık, bir qaçanda bala qayğıları ürədə yazmasın. Siz bizge her vakit hem her qayda bit gerek. Biz sizni yaratanız. Sözümni Liliya Yementina'nın işıqlı yolları bilen bitiresim girəm. Xuday bergen ənilərgə çiksiz bitmez sağırlık, güç de bergen güvət, balasın üstərəlik. Rəhmət əngəy ürək etdi, yaptı dünyanın yemin, yaşlığını kızganmışa bildin sen matul günün. Avırganda kirfik kalkmayın, yanlarımda oturdun, kısıkçılı kucağına cin dağıldan sakladı. Kuandığında enkeysinle bala gibi kuandın. Yıkılganda, yılaganda irkeledin, nazladın. Bişik cirim dılla düştü. Enkeysina min rəhmət. Allah'ım versin uzun ömür, ömründen bereket. В этот славный праздник, Международный день 8 марта, примите самые искренние, сердечные поздравления от братского народа отдельных Тарбатских Эмиратов. Агабуба, голос тарбатских женщин, твердых и решительных сторонниц мира, сливаясь голосом всех прогрессивных женщин мира, призывающих жить в согласии и взаимном уважении, слышен на всей планете. Карик, Урмамазар! Хочется пожелать вам, дорогие женщины, любви, благополучия в доме, здоровья и счастья детей и близких мира на земле. Пусть эти заветные желания осуществляются в жизни каждой женщины. О, Баба Бен! Да здравствует 8 марта! Счастья вам, дорогие матери, сестры и подруги! Фамильярная комедия! Спасибо за внимание. Перед вами выступал чрезвычайно полномоченный посол отдельных Тарбатских Эмиратов господин, но вы и сами знаете.
Nişanlık mısın işte, yol getirip öğüne ciddim, su getirdim işten. Sarıklarını karadım, tavuklarını karadım, o yavardan ap girdim, savgan yumurtla varım. On tukladım gazlarga, kirtip yaptım avzarga, kirek yarak var ağırga, barıp kayttım bazarga. Kuymak çıvatıp mayvadım, samavarım kaynadı, en kaç dişlerimdir, ana işte kalmadı. Я вот думаю, гадаю, для чего детей рождают? Ну, ребята, вы не против? С веселька все за и против. А зачем тебе все это? Для конкретного ответа. Взрослой жизни подготовка. Ты придумал это ловко. Да, за маму мне обидно. От проблем шитья не видно. Да, от нас проблем немало. Непростая должность мама. Как бы было легче без таких, как мы, детей. Фу, какая ерунда. Скучно будет мне тогда. Да и в старости кому кто в стакане принесет. Вот представь себе теперь маму вовсе без детей. Дома тихо, чистота, красота. И пустота. Дом уютный, но пустой. Без детей он не живой. Но зато скажи я прямо, славно отдыхает мама, не придется и опять все уроки проверять, за детей решать задачки, сочинения писать за различные проделки, то ругать, то наказать, кухня, ужин, пестирушки, снова собирать игрушки, не жалея нервных клеток, отгонять от компа деток. И услышав, засыпая, ты красивая такая. Честно говорю, мам, я так тебя люблю. Да, звучит красиво, а такая перспектива. Только вырастите детей, выйду замуж скорее. Отдохнуть теперь хотите? Вот вам внуки, получите. Ну и что, опять играйся, на бабулю отвлекайся. Сели, встали, побежали, вновь игрушки все собрали. Тренировку укрепи, вот домашний суеты. Да зачем им жизнь такая? Аэробика сплошная. Торопись, чтоб все успеть, даже некогда стареть. Нет, я все же сомневаюсь. Столько нервов и забот. Я все больше убеждаюсь. Дети хлопотный народ. Надо долго их растить и воспитывать, учить. День и ночь не досыпать, день и ночь переживать. Заболели полечить, провинились отлупить. И в учебе помогать, и кормить, и наряжать. Трудность в чем? Не понимаю. Я же кукол наряжаю. Ну, сравнила, вот дает. Дети хлопотный народ, но зато для мамы всех важнее, скажу я прямо. Мама в детях продолжение, и почет, и уважение, и огромная любовь. И забота вновь и вновь. Да, добру. Спокойствие. В детях удовольствие. Пока деток воспитаешь, ни на миг не заскучаешь. Да, добился я ответа. Смысл жизни видно в этом. Смысл жизни видно в том, что детишек полный дом. Каждой маме по ребенку. Ну, а лучше сразу два, чтоб у мамочки от скуки не болела голова. Я расскажу вам про нее. Никто не сможет лучше. Она единственный кумир за каждый случай. Из всех подарков на земле ее был самый главный.
А число какое? Деточки в моем возрасте за числами не следят. А праздники в твоем возрасте празднуют? А вы меня приглашаете? Зовите, вечером доберусь. Нет, мы хотим, чтобы ты нас пригласил. Я? А у меня нет сегодня праздника. Зато у нас есть. У вас? У нас. У всех? У всех. Сразу у всех? Так не бывает. Вы же не в один день родились. Или вы пятерняшки? Нет, мы не пятерняшки. А кто вы? Мы твои внучки. И у нас сегодня праздник. Какой? 8 марта, день всех внучек. О, и что вы от меня хотите? Подарки. Подарки? Какие подарки? Праздничные, большие. Ну хорошо, расколол где-то. Ну хорошо, а вы все мои внучки? Все. Значит так, либо один большой подарок на всех, либо много маленьких, но на каждую. А каждый по большому подарку нельзя? Я вам кто, олигарх, что ли? Дед, не сердись. Мы сейчас, дедушка, мы посоветуемся. То-то лови момент. Да? Так, если мы берем один большой подарок, То это, скорее всего, тот. Ну так, как всегда, съели и тю-тю. а если много маленьких, 3000 рублей на каждую устраивает? Вполне. Я уже знаю, что себе купить. Я тоже знаю. Ну что, много маленьких? Так, решено. Берем много маленьких. Дед, решено. Да. Мы решили. Приготовься. А, вот он где. Дед, а что ты нам на 8 марта подаришь? А вы кто? Как то? Твои внучки. А вы что? Дед.
Звонила мама много раз, ведь ей был важен каждый час. Но сын был занят, и она сказать, что любит, не могла. Звонила мама каждый день, но сын и слушать не хотел. И пусть дела, и занят пусть. Сказать бы, что на сердце грусть. Одни все шли, она одна, увидит сына, вот мечта. Прижаться вялую щекой и прошептать, любимый мой: «Привет, мамуль, ну как ты там? Чего звонишь не по ночам? Сынок, была я у врачей, осталось жить мне 10 дней. Приеду завтра, ты не верь, ошибки у врачей теперь. Лекарства, лучшие врачи, все будет, мам, ты только жди». И вдруг Гудков и мои дети, сегодня был последний день. Заревом кровавым пламенел, двух парней в растерзанных рубахах вводили к утру на расстрел. Первым шел постарше, темно-русый, все при нем, и силушка, и стать, а за ним второй, пацан безусый, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Найн», — твердил наш, — «расстреляй». Нет, она просила: «Пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня убейте, но в живых оставьте сыновей». И ответил офицер ей чинно: «Ладно, матка, одного спасай, а другого расстреляем, сына. Кто тебе милее, выбирай». Как в смертельной этой круговерти ей сберечь кого-нибудь суметь? Если первенца спасет от смерти, то последуешь обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы их правду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила: «О, пожелаешь врагу мук таких, сынов перекрестила, и признать фрицу не могу». Ну а тот стоял не пробивая, с наслаждением нюхая цветы. «Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты». Старший, виновато улыбаясь, младшего к груди своей прижал: «Брат, спасайся, ну а я останусь. Я пожил, а ты не начинал».
Отозвался младший. Нет, братишка, ты спасайся. Что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки. Я не жил, не стоит начинать. Тот учтиво немец молвил. Бить-то. Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой «Расстреляй!». Ахнули 2 выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым беспробудным сном. 2 кровинки, 2 надежды, 2 крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет, уж не жить сыночкам, не цвести. Дура матка, поучает немец, одного могла бы хоть спасти. А она, баюкая их тихо, вытирала с губ сыновьих кровь. Вот такой убийственно великой может быть у матери любовь.